Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. В полицию Верхневилюйского района обратился пожилой житель села с заявлением о краже телефона. Полицейским он пояснил, что накануне ездил на своей машине по делам. Спустя некоторое время после возвращения домой потерпевший обнаружил пропажу телефона. Оперативники вычислили злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что нашел сотовый на дороге. В ходе изучения содержимого найденного телефона он понял, что гаджет принадлежит его пожилому учителю, который когда-то учил его в школе. Но вместо того, чтобы вернуть находку учителю, неблагодарный ученик решил присвоить мобильник себе. Похищенный телефон был изъят и возвращен законному владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 62-летний мужчина стал жертвой мошенников, орудующих в интернете. На одном из сайтов мужчина нашел интересующие его импортные строительные инструменты по привлекательной цене. Мужчина связался с представителем сайта через электронную почту. После непродолжительной переписки покупатель решил приобрести инструменты на сумму свыше 188 тысяч рублей. Продавец ответил, что доставка товара возможна только по 100% предоплате. Покупатель согласился на условия и перевел необходимую сумму на счет, указанный в реквизитах, которые продавец также выслал по электронной почте. Однако заказа своего покупатель так и не дождался, а продавец перестал выходить на связь. Между тем интернет-сайт перестал функционировать. Тогда мужчина обратился в полицию. Житель Татинского района пригласил своего знакомого домой для совместного застолья. На утро после обильных возлияний он не обнаружил сотового телефона стоимостью более 28 тысяч рублей. Тогда потерпевший обратился в полицию. В строжем порядке он рассказал, что накануне выпивал с 35-летним приятелем, но не рассчитал дозу и уснул. А когда проснулся, не обнаружил ни приятеля, ни телефона. Полицейские задержали собутыльника, он признался в содеянном, рассказал, что похитил смартфон у спящего приятеля. Также выяснилось, что злоумышленник успел сбыть похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 18 февраля произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, в результате которого под колесами машины оказалась 67-летняя женщина. Предварительно установлено, что около 17 часов на втором километре Маганского тракта 39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, следуя по Маганскому тракту, совершил наезд на 67-летнюю женщину, переходящую проезжую часть в неустановленном месте. При этом пешеходный переход находился вблизи от места происшествия. Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи диагностировали у пенсионерки множественные ушибы, ей назначено амбулаторное лечение. Со слов водителя, когда он следовал по Маганскому тракту в сторону поселка Маган, со скоростью примерно 35 км в час, заметил, что на автобусной остановке стоял маршрутный автобус. Из-за него на проезжую часть до пешеходного перехода неожиданно вышел пешеход. В результате принятые меры экстренного торможения не дали ему избежать наезда. По факту ДТП проводится проверка. Два подростка 16 и 17 лет задержаны во вторник по подозрению в причастности к организации террористических актов в школах Керчи. Во время обысков по адресам проживания молодых людей были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и несколько самодельных бомб. При проверке домашних компьютеров подозреваемых найдены следы поисков инструкций по изготовлению взрывчатки и схем зданий. Кроме того, задержанные являются сторонниками экстремистской идеологии, а также последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Задержанные разработали план вооруженных нападений, для чего раздобыли в интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывчатых устройств, а также схемы зданий. Один из молодых людей является членом интернет-сообщества неонацистов. Подростки также были замечены в администрировании групп смерти в социальных сетях. По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о подготовке и преступлению и терроризме. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.